Республика Саха-Якутия – крупнейший регион России с уникальной природой и человеческим капиталом. Ее аласы, меандры рек и вечная мерзлота послужили прообразом для общественного пространства нового типа Саха-Зет, которое будет создано на территории парка будущих поколений в столице республики Якутске. Проект стал победителем открытого всероссийского конкурса на разработку архитектурной концепции и генерального плана территории парка. Парк займет территорию 79-го квартала Якутска в пешей доступности от центра города. Конкурс стартовал 20 ноября 2018 года по инициативе Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия при поддержке правительства республики и администрации Якутска. Очень рады, что достигли своей цели и задачи. Мы приобщились к общей мировой и российской архитектурной культуре. Мы достигли цели, чтобы наши архитекторы местные, они приобщились к работе российских архитекторов. И с этой точки зрения действительно конкурс состоялся. Оператором конкурса и консультантом проекта выступило агентство стратегического развития «Центр», а проекты оценивали ведущие местные и федеральные эксперты. Действительно применены новые современные подходы к проектированию парковых общественных зон, на самом деле. В основу концепции парка заложены те подходы, которые приняты в нашем народе, будем говорить. Если этот парк будет реализован, даже не знаю, на 30% от того, как он задуман победителем, я думаю, что есть шанс получить парк, который войдет в число лучших парков мира. Фонд поставил перед конкурсантами амбициозную цель. Парк будущих поколений должен стать примером для других северных городов России, как особенное пространство, отражающее связь прошлых, нынешних и будущих поколений в суровых климатических условиях. Команды-финалисты конкурса работали над своими концепциями вместе с якутскими экспертами в условиях 40-градусного мороза непосредственно на территории будущего парка. Конкурс прошел в беспрецедентно открытом формате, а финальное заседание жюри под председательством главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева полностью транслировалось в прямом эфире. Во-первых, конечно, я хотел поблагодарить всех участников конкурса, которые сегодня выставились, презентовали свои проекты. Проекты, безусловно, очень интересны, во многом выдающиеся. И в Якутске, хочу сразу сказать, такого уровня, наверное, конкурса у нас еще не было. И вот сегодня мы являемся свидетелями этого подведения итога. По результатам нашего конкурса победителем объявлен консорциум во главе с компанией «Атриум». Победитель конкурса – Московско-Якутский консорциум, в состав которого входит архитектурная мастерская «Атриум» и проектно-строительное бюро «Восток Плюс». Его проект «Саха-Зет» – это универсальная для Крайнего Севера площадка, отражающая мировые тренды в архитектуре, уникальность Якутии и ее культуры в современном мире. Мы почувствовали определенные амбиции и потенциал, которые вот здесь есть у людей, и их реально жажду получить что-то качественное, интересное, это реализовать и так далее. То есть, в принципе, почувствовали крайнюю заинтересованность жителей, в развитии, в контактах, в коммуникации. То есть хочется создать объект, который будет действительно развиваться и служить для многих поколений, парк будущих поколений. Архитектурная концепция основана на переосмыслении культурных образов и древних символов, структуры трехчастного мира, связанного с древом жизни Аал-Лукмас, историческим жилищем Балаганом и национальными орнаментами.
компания «Атриум» дала вот из всех 5 финалистов, из всех 5 проектов, именно в этом проекте я увидела вот такой вот узнаваемый образ, потому что я его, например, ассоциировала с видами тундры сверху. То есть многие жители Якутии знают, что такое пейзаж северный, арктический, если лететь сверху. И вот эти прекрасные образы, которые, более того, переданы еще и в дизайн-коде, как в разделе проекта, они просто впечатляют. Круглогодичное, комфортное использование парка обеспечивают передовые технологии и системы климатической коррекции, а также проработанная событийная программа, вовлекающая жителей города и туристов в жизнь общественного пространства. Универсальная модульная конструкция «Саха-блок», применяемая в парке, позволит возводить комфортные общественные пространства в любом городе на вечной мерзлоте. Все проекты, они были изумительны, и у каждого, повторюсь, есть что-то свое, что должно быть реализовано в последующем. Наш конкурс ставил своей задачей не просто решить проблему проектирования конкретного парка, но выработать механизмы, подходы, которые бы на стыке компетенций якутских и московских архитекторов дали бы какое-то новое прочтение, новые решения, новые возможности для проектирования в северных городах в целом. Парк будущих поколений уже вошел в список 15 лучших проектов акселерационной программы «100 городских лидеров», которую на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив одобрил Владимир Владимирович Путин.